От разовой поддержки образования к всеулусному меценатству в Хангаласском районе состоялся первый слет попечителей и меценатов. Тему продолжит Виолетта Засимова. Традиции меценатства издавна проявлялись на священной хангаласской земле. Первое в Улусе образовательное учреждение открылось в 1874 году в селе Актемсы на средства попечителя Ивана Павлова. Это событие считается отправной точкой развития образования в Хангаласском Улусе. Аналогично потом такая же была, первая школа была построена по инициативе волостного главы Николая Прокопьевича Припузова в городе Покровске. Ну, тогда еще было селение Покровское. И в селе Качакаце Барашков Семен Петрович, известный купец, точно так же основал первую наследственную школу, куда даже в качестве, например, учителя был привлечен Алексей Елисеевич Кулаковский, наш известный мыслитель. Термин меценатство не всегда носит материальный характер. Существует еще такое понятие, как интеллектуальное, духовное меценатство. Чтобы меценатом быть, надо хотя бы знать проблему. Меценатом можно и даже богатому человеку помогать. И богатый нуждается и в советах ли, делах ли, там, нарушениях ли. Поэтому меценатом быть можно везде. Поэтому в моем положении в Хангаласском Улусе меня вообще стыдно быть не меценатом. Поэтому у меня это получается, и народ меня обращается. Слет меценатов и попечителей Хангаласского Улуса прошел в Центре культуры Саргыты-Гюльгете. В фойе здания была организована своеобразная выставка достижений школьников за последние годы в рамках проектов, инициированных первым президентом республики Михаилом Николаевым. К слову, именно Михаил Николаев в свое время заложил основу возрождения меценатства в республике. Призыв к общественности брошен: от разовой поддержки образования к всеулусному меценатству, от гражданских инициатив к объединению усилий и внесению лепты в обучение и воспитание поколения настоящих лидеров, созидателей, патриотов своей малой и большой родины, которые сделают мир добрее, справедливее и гармоничнее. Виолетта Засимова, Сарглана Ильина, Александр Юрков, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский Улус.